Biz Mtsxeta degan yerga keldik. Bu yer gurjilar uchun pek muqaddas yerdir. Bundan ularning dinining tamirlari boshlana. Bu yerdan din butun davlatga tarqatildi. Qrimga qiyoslasak, bu Xersones Таврическийga o'xshagan bir yer. Pek çok turistler başka yerlerden, chet memleketlerden kelgan adamlar çok. Xususan Çin'den çok turistler kele, Hindistan'dan. Bu meşhur bir yer. Görgeniniz gibi iki ozen birleşe, ana o kirli suvli bu Kura. Bu ise sağ tarafta Aragva. Ve herkes tanıgandır. Лермонтовның Мцыри поэмасынан: немного лет тому назад, там, где, сливаясь, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь. Из-за горы и нынче видит пешеход столбы обрушенных ворот, и башни, и церковный свод, но не курится уж под ним кадилищ благовонный дым. Не слышно пения в поздний час молящих иноков за нас. Tamam. Bu yerde ilhamlanıp ulu şair yazdan öz eserini. 1000 lет. 11. asırga ait olgan bina. Вот это вот получается центральный Святец-Хавеля. Вот там чуть-чуть дальше видишь тоже храм с такими конусообразной крышей. Это сам Тавра. И мы отсюда дальше пойдем в Нимский монастырь. И вот это Мцхета и есть старая столица. Административное здание, полиция, то, что при Саакашвили, вот стекло прозрачное, все это зелененькое стоит. И там чуть дальше вот каменный такой сода, это их администрация. Pek eski zeytun terigi. Bu eskiden kalgan duvar parçası, bu endi tamir etilgan. Namında da görünüyor eski duvarlar. Царь Мирьян и у него жена была Нана. Они жили в столице, как и цари, но Тбилиси тогда еще не существовало. Это была старая столица империи, государство, которое было на территории Грузии. Назывался Мцхета. И царь вышел один день на охоту, как и полагает царю, где-то вблизи Мцхеты, на каком-то холме. Становится темно, непонятно что. Потом астрономы вычислили, что, скорее всего, это было в мае 319 году. Солнечное затмение в Мцхете. Как раз вот там это происходило. Он такой своим богам начинает молиться: о боги, помогите мне, что происходит. Я не знаю, как мне отсюда выбраться, темно. Впервые такое вижу в жизни, сколько лет живу. Боги, конечно, ему, это же языческие боги, что-то ничего не ответили. Может, не так молился. И он такой: есть же бог Унино, может, ему надо помолиться. Если он мне поможет, то все, приму христианство вообще без проблем. И, конечно, и тут затмение заканчивается, собственно говоря.
Это самый важный храм Грузии, самый известный, самый почитаемый. У него даже отдельный праздник есть в году. Ого. Вся страна отдыхает, все сюда приезжают. сюда едут, Да, съедут просто. Вот так вот сколько большое влияние. Значит, на телевидении как-то не разговаривала, а спросить интересно. А язычество до христианства, оно какого толка было здесь? Но оно же местное, Так. было свое, в каждом свое. Какие-то остались Так, их солнце. Я очень сомневаюсь. что языческие это элементы? Ну там, кстати, в том храме очень крутые двери. А жена у него заболела. И тут такая Нино чисто по-женски ее вылечила. И он такой, ну все, даже если она уже лечить начала, святая Нино, все, принимает христианство. И в честь этого на всех холмах вокруг Мицкета он ставит деревянные кресты. Большие такие, царские кресты. Вокруг этого креста вырастает сначала маленькая церковь, большая, и вот она чуть-чуть каменная, вот в таком виде, который она существует сейчас, она была в 11 веке построена. То есть ей как минимум 800-900 лет. И на месте смерти этой сестры садят кедр. И под этим кедром, мол, лежит настоящая рубашка Христа, хитона. Ну, мы спрашивали у Иисуса Бога. А что не раскопали? Да. А чё не Никаких достали? доказательств этому нет. Никаких доказательств Там вот в этого храме нет. мы будем, увидите, там огорожено, и типа предполагается, что там вот, значит, хитон лежит. Всех царей, царских кровей стремились похоронить здесь. Но так как наши любимые османы пытались их уничтожить всячески, они маскировали эти надгробные камни арабской вязью. То есть они пытались... То есть османы видят свой язык такие, ну ладно, эту могилу не будем осквернять, по-нашему же написано. Первые, получается, астрология. Здесь 12 месяцев как раз таки говорится про это все дело. Что вот это, видишь, там весы, козерог, рак, телец, солнце. Это вот все туда. Если попытаться их найти, то можно их увидеть. То есть вот здесь можно было зайти через весь храм, там наверх убраться. То есть они все тут заходили, да? Колодец внутри, да? На всякий случай есть вода. Есть вода. Видишь, это явно новое. Раньше там висел крест, кусочек которого был по преданию, по легендам самого Иисуса Христа. Из самого того, на котором его распяли, был кусочек. И вот теперь он куда-то делся. Да. То есть, я не знаю, куда увезли его. 2008. То есть в 2008 году здесь натурально выломали куски плиток, выкопали землю и закопали вот прям здесь человека в 2008 году. Это вот вчера.
масло, мед, сяну потом продают. Даже на празднование, наверное, потом налаживают. Да, такая окруженная со всех сторон, да? Да. 2 года назад здесь Местность. шел селевой поток оттуда сверху и засыпало чуть ли не знаю, до самого монастыря. Ну, вот офигел, конечно. Никто не пострадал. Да, вот. Это уже природная такая, да? Пещерка. Да, он тут жил, творил. Так вот, то, что религия и религиозная составляющая такая мощная. Церковь в жизни государства какую роль играет? То есть с политической стороны есть у нее сила или разделена? Глава епархии, да, она отделена от государства по факту, Угу. юридически. Угу. То есть он не управляет какими-то, там, не заведует полицией, знаешь. Камень коричневый. Ну, это я говорю тоже, ну, здесь кипарисы, это именно искусственно насаженные. Да. То есть, если у нас это их ореол обитания, Опять-таки, тот самый кедр парящий. Угу. Это одна из главных таких этих, да? Ну, с этого сакральных. пошла религия в Грузии, понимаешь? Это основа. Именно такой уже локальный момент, да? Чисто изображение Христа, назад. Такое большое. Очень много картин. Церковь напоминает. Ну вот мне прям, знаешь, какой-то нужно, это первый, второй, третий. Liberty Square. Serbestlik meydanı. Ana böyle şeycikler. Merakla. как лезет. İçinde çeşit türlü meyveler, çilek, banan, ananas, üstünde dondurma ve bu Шоколад. şokolat ve bu hamur içinde.